В Сибае на сегодняшний день показатели младенческой смертности на уровне 13,6%. Это цифры за первый квартал текущего года. Казалось бы, данные статистики в пределах нормы, но за этими сухими показателями невыносимая боль и настоящие семейные трагедии. Причин, которые могут привести к гибели малышей, множество. И основные, как говорят специалисты, перинатальные, а также пороки развития. Где-то 40-45% идет врожденная патология. Это, как ни странно, в нашей территории. Поэтому здесь есть моменты, над которыми мы, конечно, будем все усилия направлять, чтобы этого было меньше. Сегодня для будущей мамы созданы все условия, и уже на раннем сроке беременности женщина может пройти необходимое обследование, исключить возможные патологии плода. Но некоторые до сих пор полагаются на русский авось и просто не наблюдаются в консультациях, не сдают анализы, а потому до последнего не знают, все ли хорошо с их будущим ребенком. Еще одна из основных причин, которая может привести к трагедии, это халатность молодых родителей. Ведь сейчас многие пытаются лечить малышей дома, самостоятельно, и даже часто прибегают к народным методам. Они считают, а зачем далеко ходить, под рукой интернет и различные форумы, на которых каждый готов дистанционно поставить диагноз чужому ребенку и назначить лечение. Но нужно понимать, что малыш – это очень хрупкий организм, у него еще практически нет иммунитета. Поэтому даже по незначительным, на первый взгляд, поводам родители должны не просто идти, а бежать к специалистам. В этом деле мелочей не бывает. В острый период очень молниеносная реакция может быть организм, поэтому просьба сразу обращаться к врачам, бить тревогу, в общем-то, самолечением не заниматься. Евгения Денисова, Азамат Галин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.